Поздравляю с наступающим праздником, день становления автономии нашей. Конечно, предшествовали события, которые знаете, и у нас участники тех событий, многоуважаемые наши женщины, которые, не знаю, это общество было создано тогда, на сегодня, наверное, официально нету. Годы уходят. Самое главное, что мы помним, что у истоков становления Гагаузии непосредственно участие принимали и наши женщины. Я начну не с 23 декабря, к этому мы еще подойдем. Я хочу начинать с 1989 года, когда именно вот здесь я хочу сказать, что это благодаря мужчинам, который был открыт клуб гагаузского фильма. Вот с этого и начиналось. Женщин там не было, это я вам точно говорю, были одни мужчины. И с чего начиналось? Они поехали по всем селам. Первое, что надо было бы собрать хотя бы какие-нибудь материальные средства, даже на закупку того же бензина, чтобы ездить, все. Потом была открыта специально такая касса, счет, и люди несли деньги для того, чтобы начать работу, и тем добровольцам, которые ездили, и которые отдавали свои машины, и все. Так начиналось. Начиналось с митинга. К сожалению, здесь нет Станчу Елены Николаевны. Это женщина, которая работала на ковровой фабрике. Я, будучи в то время председателем Камрадского района женсовета, я только ей позвоню, и вся ковровая фабрика была на площади. Вся. Все женщины. Женщины, мужчины в митинги шли. Очень большую работу на плечи было Маруневич Марии Васильевны. Что она сделала? Она созвала съезд женщин, и на этом съезде мы определились с уставом, с задачами женсовета. Она была избрана председателем всей Гагаузии, женщин Гагаузии. По Камрадскому я и по Вулканешскому Фазлы Полина. И началась работа женсовета уже такая, как бы сказать, целеустремленная, со своим уставом конкретно. Вот эту работу мы проделали. Но самое страшное было тогда, когда вот здесь в Чекурминжире подошли пьяные волонтеры. Это было самое страшное время, по-моему, для Гагаузии. Вот здесь как раз и был вопрос, быть или не быть. И тогда все молодые мужчины, я как знаю, многие 20-летние, в то время им было по 20 лет, ну, постарше, там некоторые, конечно, все. Что удивительно, они все были на границе. Там были трактора, там были бульдозеры, там были вот эти вот, я не знаю, как железобетонные, это все было перекрыто, не так-то легко было зайти. На сторону Вулканеш то же самое все было перерыто. Я говорю, то, что я видела. По Чедруну, я не знаю, ни разу не было там. Здесь это все было перекрыто. Но эти пьяные волонтеры, ну, как понимаете, все с криками, все шли на нас. Те толпы шли, и наши, это было мизер по сравнению с теми, которые шли. Тогда пришлось поехать в Болград. Там стали еще советские войска наши. Поскольку я была русская, ну, как бы, вроде больше найду контакт с этими ребятами. И они на БТРах с оружием, ночью, если кто помнит, как шли вот эти здесь, громыхали, и люди думали, что началась уже война. Все же ждали войну. И они, когда подъехали так вот за границы, сразу по рупору, там, я не помню фамилию этого, он был тогда в звании старшего лейтенанта. Как фамилия, все, тогда было не до этого, они спрашивали. Объявил, ложитесь, потому что сейчас будет очередь. И сразу говорит, сейчас даем выше голов, потом будем прямо по вас. И несколько очередей. И они как легли, и через некоторое время поползли. Это было у нас. Что было в Балканешных, я не знаю, там свои были люди. Вот это было.
Так что это российские войска, благодаря им они спасли нашу небольшую республику. Ну, а потом уже, конечно, да, еще был самый главный момент, я вспомню, в феврале, Иваненко знает, Николаева знает, что мы открыли избирательный участок, и там был единственный один вопрос. Полина, ты, наверное, его освещала. Быть или не быть с Россией? В случае, если приходят румыны, мы идем с Россией. Этот избирательный участок, мне сразу нам сказали, оплачивать не будут. Печатали за счет спонсоров. Все это было подготовлено. Как обычно выдается милиция, дает своих, чтобы охраняли бюллетени. Ничего нам не дали. Запрещались, запугивали. Тем не менее, вот те, которые были в избирательном этом участке, все согласились работать бесплатно. А как раз мороз, вьюга, вот такой снегопад, это было что-то страшное. Председателем в то время я была заместителем председателя избирательного бюро, а Мария Петровна Мавради, которая главный бухгалтер сейчас при мэрии, она была председателем. Она говорит, что делать? Давай заберем бюллетени домой. Я говорю, вдруг мы потом не сможем приехать, не откроем участок. А что будем? Она попросила своего мужа, он ночевал там вместе со сторожем, открыли вовремя. И я почему подчеркиваю этот момент, этого еще никогда не было. Пришло на избирательный участок 98%. 90%, агитаторов не было. Никто никого не агитировал. Все, объявили выборы, что вот вы свободные люди, решайте, как нам быть. Это был, по сути дела, референдум, да. И вот я же даже удивилась, сколько шло людей, старые бабушки, старики, все шли. И этот референдум, он впоследствии сыграл очень важную и большую роль. Потому что стал вопрос о том, что все-таки такое вот у нас состояние было, ну, как бы, вы знаете, нелегитимное, сепаратисты, все. И тогда начали ездить туда, в Кишинев, чтобы добиться нам какого-то самостоятельной республики. В то время был зампредседателя райисполкова Бузаджи, Петр Ильич, ага, вот он. Только его одного принимали в Кишиневе. Больше никого не признавали, ни Топола, ни Киндигеляна, чтобы их даже они не показывались. Никто. Маруневич тут вместе, Бургуджи был юрист, готовили материалы, готовили все, и он каждое утро с папочкой туда, с папочкой и туда. И вот только 23 декабря было подписано об образовании территориального гагаузской образования, автономное образование. И тогда мы уже спокойно стали проводить выборы, выбирать Башкана, председателя Народного собрания, и начали работать. Вот с того времени и пошло. Ну, что я сказать хочу о женщинах. Что удивительно, когда вот были вот эти войска советские, я буду так говорить, все их принимали домой, кормили, выносили вино, угощали, те такие довольные уехали, именно женщины. Все кругом делается. И вот с одной стороны, ну, когда вот вспоминаешь, что все-таки была большая проделана работа, и не зря, все-таки мы наконец добились. У нас свое собственное знамя, у нас собственный гимн, у нас вся наша символика. Мы добились того, что теперь официально изучается гагаузский язык в садиках, в школах. Люди спокойно говорят на гагаузском языке. Если когда-то говорили на кухонном гагаузском языке, так, между собой, дома, то теперь его изучают литературно, грамотно. Дети у нас грамотные, стишки говорят. И даже вот идешь по улице и спокойно слышишь гагаузскую речь. А тогда не было. Не было. Только все говорили на русском. Это неплохо, что мы все знали русский язык. Но с другой стороны, все-таки будем говорить, раз уже родились здесь, корни здесь наших предков, то почему надо забывать свой родной язык? И громко,
не просто так для себя, а кругом объявить, что мы есть гагаузы, что мы, как называли, манкурты, что мы не манкурты, что это национальность, что это гордость своего народа и своих детей и предков. И что я хочу сказать? Теперь, конечно, благодаря Марии Васильевне Маруневич о гагаузах знает весь мир. Ведь это она первая поехала. Она поехала в Венецианскую комиссию, чтобы нам здесь сделали все документы. Все это благодаря ей. Я считаю, я думаю, если я сейчас объявлю минуту молчания, ради этой прекрасной женщины, гагаузки Маруневич Марии Васильевны. На съезде женщин Гагаузии я была выбрана как председатель по культурной работе. И в те годы, в 91 году, впервые собрался клуб Гагаузской халкы и решили создать наши национальные праздники. Это был праздник Хедерлес, весенний праздник 6 мая, который мы и сегодня празднуем, просто у нас все это перевели почему-то в Чедерлунгу, и Касым, это в ноябре. Эти праздники создал клуб Гагаузской халкы. И когда мы проводили первые мероприятия, в Доме культуры негде было яблоко упасть. Было очень интересно. Было очень много авторов новых песен, потому что как бы всегда пели советские песни, молдавские песни, а свои гагаузские как бы боялись или я не знаю. Но не было такого, чтобы... А тут проводились фестивали, проводились конкурсы, на которых награждали. Новые коллективы открылись, а с Вулканеш был прекрасный коллектив. Очень обидно, что нас, женщин, забыли, что мы тоже вносили туда какой-то вклад, и не маленький. Когда Михаил Васильевич был арестован, женщины собирались, писали письма, обращения. Марья Васильевна ездила в Кишинев, столько просили, чтобы освободили Михаила Васильевича. Короче, очень большой вклад женщины внесли за этот период. Ну и хочу поздравить всех с наступающим праздником, пожелать здоровья, счастья всем тем, кто стоял у истоков Гагаузии. Здоровья вам, здоровья, и благодаря вам у нас Гагаузия. Yıldan istedim söylemeye, hani çok sağ olsun. Müzeyin başı hem de zahmetçileri Angıları unutmadılar, bizi karıları da topladılar burayı. 27 yıl bu az mı çok mu? Elbette ben söyleyeceğim hani bu çok, çünkü Alman bir insanı bir uşağın angısı büyündüğür hem de angısı 27 yaşında belli bir şey. Ne istedim söylemeye? Karıların rolü her zaman belli bir şey gelirdi. Marya Vasilyevna Maruniyeviç, Allah rahmet eylesin, toprağı olsun iyilin. O bizim anamızdı. O bizim fidanımızdı. Biz de onun kökleriyiz. Söyleyeceğim öyle. Da sanırım yanlış söylemeyeceğim. Çok zorluklar oldular. Ama şükür Allah'a bugünkü gün söyleyelim, hani geçti. Hem de oldu bizim Gagavuz Respublikamız yılk. Ondan sonra Gagavuz Avtonomyamız kansız. Bu çok iyi değer. Buna lazım söylemeye çok sağ ol bizim o kişilere, Angıları o zaman inandılar. Hani Gagavuz Respublikası olacak. Ondan sonra olacak Gagavuz Avtonomyası. Karılar her zaman ileride, nece söylerdik. Nece söylerdi büyük yaşta insanlar, nece söylerim ben, nece söyleyecekler bizden sonra böyle sanırım. Çünkü biz karılar evde de ana gibi olarak biz daha biliriz. Naş yapma, nice arttırma, bir şey de olsun silah bizim ailemize, hem de gitsin bizim ailemiz ileri doğru. Burada bugün yok nasıl nişanlamayayım, çizgilemeyeyim de söylemeyeyim tüm kişileri, Angıları 1980 yıldan beri çekettiler. Araştırma, hani bizim lazım olsun kendi halkımız. Bugün büyük kodulukla söylerim bu adı, Leonid Fedorovich Dobrov. Angısı çok kuvvet koydu. İlk bence söylemeye, hani çekettirdi bu işi. Ondan sonra çekette katılma başka bizim Gagavuz inteligenciyası da. Bu sırada Dmitri Karaçoban da, Dmitri Ivanoviç Savastin da, Allah rahmet eylesin onları, Dionys Tanasoglu, Baboglular, söyleyeceğiz hani Vasilyoglu, Kuroglu, hepsi bu insanlar bugünkü gün varca söylemeye hani aramızda yok. Ama biz onların
niyetimle bugünkü gün çalışırız, yaşarız. Bu pahalı söyleyeceğim Gagavuz halkında. Niçin pahalı? Çünkü ben burada doğdum diyesiz. Ben burada öğrendim, ben burada çalışıyorum. 27 yılın içinde çok işler oldu. Kim de anlaştı söylemesin bugünkü gün. Kim de çekmesin üstüne süreciz yorganı. Ben yaptım, ben yaptım. Bir kişi yok nasıl yapsın avtonomiyi. Nice de bir düğünü, olsa bir kumatreyi kendiniz benimle kayalı olacaksınız. Hepsi koydular buna kuvvet. Da bugünkü gün bizde artık o var. Var bizde kendi Gagavuz tiyatromuz, bizde var kendi Gagavuz televizyonumuz, radyomuz. Tek kampanya, hangisi laf eğer Gagavuz dilinde ama bizim Gagavuz radyo televizyonunun cümle kampanyası. Hangisi 24 saat gece gündüz haberleri gösterir, türlü programlar kendiniz bilirsiniz. Biz meraklı çalışırız, hem de savaşırız çalışma. Çünkü isteriz size inandırma, hani nice görüyoruz, aslında öyle de informasyon vermeye. Bizim var okullarımız, bizde var yüksek okulumuz, Komrat Devlet Üniversitesi. Kim o zaman 31 yıldan ziyade sürecinden bize olacak kendi yüksek kurumumuz. Hangisinde öğrenciler bizim geleceğe uşaklarımız. Burada var genç olanlar da. Siz de öğrendiniz Komrat Devlet Üniversitesi'nde süreci. Hani o giriyor Moldova'nın 10 en iyi yüksek kurumlarına. Bu çok ediyor. Çok sağ olsunlar bu yöneticiler de hangileri çalışıyorlar bu yüksek kurumunda. Ondan kare biz bilirsen Gagavuz dili ilerler her bir avtonomiyanın okulunda, her bir uşak başısında. İsterim hepsine adama uzun ömür. İsterim hepsi diyor kişiler hangileri savaştılar katılma o zaman hangileri inandılar bizim Gagavuz inteligenciyasına hani bize lazım kendi halkımız, bize lazım kendi toprağımız. Da koydular kuvvetlerine bu sırada isterim söylemeye Allah rahmet eylesin. Süleyman Demireli de Türkiye'nin prezidentine o çok kuvvet koydu. Bilirsen 3 sıra geldi bize Gagavuz'a. Piotr Luçinski'ye isterim söylemeye çok sağ olsun. İsterim söylemeye vardı General Lebed o da karıştıydı burada. Hani olsun bizim kendi halkımız da oldu. Tabi söyleyeceğim kansız bu çok eder. Hepsinize Allah başlasın sağlık. Alsın bu Covid-19 hastalığının hangisi geldi bize bildir. Usluluk dünyada hem de ileri doğru çalışma ki bizim avtonomiyamız, bizim pahalı duma yerimiz ilerlesin. Hepsinize yurtucukla kutluyorum. Ну что, прозвучала такая речь, что многие забыты, особенно вот женщины, которые участвовали в становлении Гагаузии. Я скажу, нигде не вспоминался с первого дня становления Гагаузии и командир части Болградской дивизии. Был такой вот, ну как генералов везде прославляют, они как фамилии и напечатаны, но такого как Востряковский, по-моему, никто не вспоминал нигде, а основную роль в вводе Болградской дивизии сюда, вот этого 4 БМДшки, это его заслуга. Так что и, конечно, вечная память погибшим за становление Гагаузии. Не так много этих людей, но, как говорится, потеряли свои жизни, отдали за Гагаузию нашу, которая сегодня существует. Ну, нельзя вспомнить, конечно, и ГАССР, автономия 1989 года, непризнанная, затем республика, также непризнанная, и уже в ходе вот этого начального этапа уже образование территориальное получилось, ну, который и хотя многие моменты забыты и стараются стереть его из памяти людей, но сегодняшняя Гагаузия существует благодаря тем далеким, ну, нельзя сказать, что далеким, ну, 90-м. Да, и в 90-х еще на краю столько ребят стояли. Да, практически очень все много население молодых было. ребят, которых никто не знает и не помнит даже. Это тоже забыто. Да, да, да. Помним только, что мы были. А кто на краю стоял и по селам, там очень много тоже людей, которые стали в тот день. И не только в тот день, а все эти годы
стояли на защите Гагаузии. Так что надо их помнить. Я хочу вам выразить благодарность за то, что вы освещаете каждое историческое мероприятие здесь в музее. Отдельно спасибо вам, Да. потому что вы есть, мы работаем над вами на 3-м этаже. Я скажу, что я всегда с большим удовольствием захожу сюда, когда вы меня приглашаете. И сегодня я скажу с воодушевлением, с большой радостью я сюда спустилась. Вы меня пригласили, я пришла, потому что о нас, как Валентина Федоровна сказала, не вспоминает никто, нас не было. Немножко ясность внести про Гагауз Халкы, потому что практически на моих глазах оно проходило. Начинали здесь в церкви, в музее, потом они ушли, где турецкая библиотека, там сбоку был вход, и потом, только потом перешли, где рыбный магазин, туда. Да. У истоков стояли 5 человек, основатель являлся Савастин. На сегодня идут большие споры, все-таки, когда основан был. 86-87 год был организован дискуссионный клуб, но он не регистрирован был нигде, официальная регистрация прошла в 88 году. Последний, кто остался жив, это Георгий Михайлович, Стоматоглу, как он сейчас поменял фамилию. Да, да. Ну, Стоматов, да. Айогла тоже. Айогла позже пришли. Булгар, Айогла. Всё. Первый был 5 человек, это Топал Иван Васильевич, Петя Влах. Ну, Петя один из первых с Авастином, потом они не нашли общий язык. Ну, они часто то ссорились, то мирились. И, как обычно, у художников так бывает. Творческих людей. Ну, говорю, последний остался живой, это Георгий Михайлович Стоматов. Ездили они по селам. Почему, как этот клуб не регистрировался? Во-первых, боялись, еще Советский Союз полностью не развалился. Партии, движения, все вот эти вот общества были в Союзе, несмотря на уже заканчиваясь 80-е годы, они были запрещены. Поэтому, опасаясь за свою безопасность, а уже в 88 году прошла регистрация официальная, и там опасались. Тот же Савастин опасался, говорит, и так за мной следят много. И был избран председателем, официальный первый председатель Степан Булгар. Уже как официальный. А неофициальный был и основателем, и председателем, это Савастин. Даже те же молдаване были среди нас. Вы есть, благодаря вам, благодаря таким женщинам, как вы, вот это все произошло, и мы рады. И я думаю, что мы прекрасный пример, есть у кого брать. Мы тоже зажглись вот этим пламенем, который вы нам сейчас показали, который вот в ваших глазах, вы рассказывали, мы все видели, как это все-таки было у вас на самом деле здорово. И вы были одно единое. Одно единое. Спасибо большое. Спасибо вам.